В Казахстане плохие дороги. Казахстан неповоротливый, не может принимать быстрых решений. Серьезной проблемой является изношенная железнодорожная инфраструктура. А сегодня мы уже отстали на 50 лет. Пассажирские поезда разваливаются на глазах. Потратили триллион тенге для того, чтобы ничего не возить. Старые вагоны, в которых нет даже кондиционеров. Если бы министр бы поездил бы в плацкарте, ты что, небожитель, что ли? Пускай спустится со своего Олимпа. Всем привет! Мы продолжаем наш совместный проект с редакцией Айран. Сегодня обсудим, почему Китай не хочет возить свои грузы через Казахстан. Почему в 21 веке пассажиры вынуждены ездить в старых плацкартных вагонах, а цены на билеты как на самолет. Что не так с нашей логистикой? Правда ли, что грузоперевозчики терпят миллионные убытки? Подпишитесь на Айран. Здесь мы обсуждаем самое важное. В Казахстане плохие дороги? И как это влияет на экономическое развитие страны? Начнем с того, что наша страна по территории занимает 9-е место в мире. Поэтому развитие транспортной инфраструктуры – это вопрос стратегической важности. Не только с точки зрения экономики, но и национальной безопасности Казахстана. Наша страна считается мостом между Азией и Европой. Этот фактор дает огромный потенциал для участия в мировой торговле. Но эксперты считают, что пользоваться этим преимуществом мы так и не научились. Хотя, по официальным заявлениям, до 2025 года в Казахстане планируется привлечь 20 миллиардов долларов в качестве инвестиций, чтобы к 2030 году завершить реконструкцию всех транспортных коридоров в стране. Но красивые планы из уст наших чиновников всех уровней и дорогостоящие программы развития разных отраслей, как показывает практика, часто имеют мало связи с реальностью и нередко напоминает потемкинские деревни и черные коррупционные дыры. В 2023 году в рейтинге эффективной логистики Всемирного банка Казахстан занял лишь 79 место. Это очень низкий показатель. Высчитывает этот индекс по нескольким критериям: скорость и упрощенность таможенной проверки, качество торговой и транспортной инфраструктуры, а также сроки доставки товаров. Наши чиновники ставили задачу к 2024 году подняться в этом рейтинге до 55 места за счет внедрения новых технологий и перевода услуг в цифровой формат. Эти решения значительно улучшили бы показатели, могли бы увеличиться объемы транзитных грузоперевозок из Китая в Европу, Турцию и Иран. Правда, все эти большие достижения и планы так и остались на бумаге. Еще в одном рейтинге глобальной конкурентоспособности, который составляет Всемирный экономический форум, Казахстан по уровню развития транспортной инфраструктуры занял 73 место среди 140 стран. При этом эксперты утверждают, что улучшение качества транспортной инфраструктуры даже на 1% автоматически способно увеличить экспорт страны более чем на 9%, а импорт на 5%. А что такое качество инфраструктуры? Это те же дороги, по которым везут груз. И, кстати, по качеству дорожного полотна Казахстан на 93-м месте из 137 стран мира. Впрочем, тут большой экспертности не нужно, чтобы оценить состояние наших трасс и насколько безопасно по ним ездить. Всемирный банк даже оценил ежегодный ущерб от ДТП в нашей стране. Это 7 миллиардов долларов. И значительная часть этой суммы – потери, которые несут те же автоперевозчики. А что с железными дорогами? На фоне таких же логистических проблем национальные компании Казахстан-Тимиржолы оптимизма не теряют. Там заявили, что объем перевоза грузов по железным дорогам между Казахстаном и Китаем достиг исторического максимума в 2022 году и превысил отметку 23 миллиона тонн, что на 15% больше, чем в 2021 году. Но эксперты считают, что эти успехи ничтожны в сравнении с потенциалом, ведь объемы могут быть гораздо больше. Давайте мы посмотрим, что такое 23 миллиона тонн. О котором заявили. 23 миллиона тонн – это была пропускная способность в сторону Китая и из Китая. В сторону Китая прошло 13 миллионов из этих 23. Из Китая 10 миллионов, 2 перехода – Хоргос и Алашенько. Между ними распределилось вот эти 10 миллионов. То есть из Китая зашло всего лишь 10 миллионов по 2 выходам. 10 миллионов. А дошло до Европы чуть больше миллиона, наверное, около 2 миллионов тонн. А потребность-то в 40 миллионах, в 100 миллионах. И вот представьте, мы потратили триллион тенге для того, чтобы практически ничего не возить. Есть ли будущее у Транскаспийского международного транспортного маршрута?
Именно на него наши чиновники сейчас делают очень большие ставки. Объясняю почему. Китай – основной мировой экспортер товаров. Раньше львиная доля грузопотока из Китая в Европу шла через Россию. Но после начала войны в Украине и введения западных санкций Китай начал искать другие пути доставки своих грузов в Евросоюз. Альтернативой стал Транскаспийский транспортный маршрут, или как его еще называют, Средний коридор. Это сеть автомобильных, железных дорог и портов протяженностью около 6500 километров. Маршрут пролегает через территорию Казахстана, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Этот глобальный проект уже получил давно поддержку Китая. А руководство Казахстана заявляло о планах увеличить грузопоток через Транскаспийский транспортный маршрут до 500 тысяч контейнеров к 2030 году. Остальные страны-участницы этого проекта включились в работу по упрощению перевозок. Но все оказалось непросто. Жизнеспособность маршрута под угрозой из-за его сложного географического расположения. Путь по суше, а затем по морю – это большая логистическая цепочка, которая увеличивает затраты на перевозку любых грузов. Транскаспийский маршрут. В 2000 году его объявили о строительстве, объявили о том, что пропускная способность на первой стадии будет 6,5 миллионов тонн. В дальнейшем увеличат до 20 миллионов тонн пропускную способность. Видя, что подтверждено турецкой стороной, грузинской стороной, азербайджанской стороной, мы приняли решение строительства дороги Джесказган-Саксаульная, Шалкар-Бейнеу-Актау со строительством порта Курык. В надежде, что пропускная способность увеличится. Да, Баку построил новый причал пропускной способностью 5 миллионов тонн. И когда нам сказали, что будет 20 миллионов тонн, мы вложили вот в эту дорогу, ну давайте так, Джесказган-Саксаульная, я принимал участие в этом строительстве, 580 миллиардов тенге, да, например. Дальше Шалкар-Бейнеу, ну где-то точно так же, ну и Курык там меньше 100 миллиардов тенге. Правильный проект, но он не давал такую пропускную способность. И вот представьте, мы потратили, взяли с нас фонда деньги, потратили эти деньги, построили, я и говорю, Казахстан. Мы построили эту дорогу, а закончился вот эта азербайджано-грузинско-турецкая дорога, пропускная способность этой дороги оказалась 1 миллион тонн. Вместо 6. Вместо 6. И вот представьте, сколько бы мы ни зашли бы, мы там больше не выпустим. Сейчас Транскаспийскому транспортному маршруту не хватает многих вещей. По словам экспертов, на грузинской стороне нет глубоководного порта, и на его строительство уйдут годы. В Казахстане же серьезной проблемой является изношенная железнодорожная инфраструктура, а также отсутствие паромного торгового флота. Есть проблемы с инфраструктурой и в Каспийском море, сложности с транзитом из казахстанских портов в Азербайджан. Транскаспийский международный транспортный маршрут сейчас напоминает бутылочное горлышко, которое пока не способно переварить большие экспортные объемы товаров. Кстати, Китай готов к сотрудничеству, но пока Транскаспийский транспортный маршрут уступает другим по срокам доставки грузов и высокой цене. Поэтому Поднебесная, которую наши власти рассматривают как важного партнера в транспортно-логистической сфере, решила все-таки искать Казахстану другие транспортные альтернативы. Например, во время саммита ШОС в Самарканде в 2022 году было подписано соглашение о сотрудничестве по строительству железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Разработкой технико-экономического обоснования этого проекта уже занимается Институт Китайской железнодорожной строительной корпорации. Данный маршрут должен обеспечить доставку грузов из Китая не только в Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, а затем в Турцию, Азербайджан и Евросоюз, но также и в страны Персидского залива. Китай понял, что Казахстан не может решить вопрос с транзитом. И когда они прочитали постановление правительства о развитии железных дорог Казахстана до 30 года, они поняли, что их там нет у Китая. Того объема, который заявлено. И нужно искать альтернативные пути. Они вот этот проект замораживали до конца. Киргизия, Кашгария, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, они до конца держали. Но когда они увидели, что Казахстан не движется и не сможет переработать тот объем груза, который дает Китай, Си Цзиньпинь на этом совещании объявил о том, что строительство этой дороги будет. Но она сложная, очень сложная. Архисложная дорога. Там сколько? 450 или 480 километров, но там 18 станций, 80 мостовых сооружений и 40 тоннелей. Через горы нужно пробиваться. Да, через горы нужно идти.
Казахстан был бы намного легче, и доходность Казахстана была. Но Казахстан, программа развития до 30-го года, это отставание. Это догнать сегодняшний день. Эта программа, это догнать сегодняшний день. А сегодня мы уже отстали на 50 лет. Потому что Казахстан неповоротливый, не может принимать быстрых решений. Как вот китайские партнеры как-то мне сказали, что вы короткий путь удлиняете до бесконечности. Вы можете так заволокитить, что вы уносите это в никогда. Правда ли, что пассажирские поезда в Казахстане разваливаются на глазах и ездить в них нельзя? Не секрет, что проблем хватает не только в сфере грузоперевозок. К пассажирским перевозкам тоже очень много вопросов. Ведь в 21 веке казахстанцы до сих пор ездят в плацкартах, которые во многих странах мира давно уже стали музейными экспонатами. Люди жалуются на старые вагоны, в которых нет даже кондиционеров. В июле 2023 года в КТЖ признались, что в парке АО «Пассажирские перевозки» действительно только 78% вагонов оборудованы системой кондиционирования воздуха, а в 22% вагонов кондиционеры изначально не предусмотрены заводом-изготовителем. Правда, перевозчик пообещал, что в ближайшие несколько лет поезда без кондиционеров окончательно спишут и заменят на новые и более комфортные. Мы сегодня, через 15 лет, мы только поняли, что мы ошиблись в Тальго. В тот момент говорили о том, что Тальго неэффективна для наших железных дорог. Причина какая? Причина о том, что она не может дать ту скорость, которую она реально может дать. Тальго может развивать более 200 км в час. А сейчас? Давайте мы с вами посчитаем. Астана-Алматы 1200 километров. Тальго по графику должен идти 14 часов. 14 часов, 14,5 часов. Полчаса уберем на 2 остановки, которые начисляются Сарышаган и Караганда. Знаете, 14 часов. 1200 делим на 14, получается, что он идет со скоростью 70-80 км в час. А хотя мы платим как за самолет. Почему она неудобна? Потому что в Европе поезда рассчитываются на 8 часов пути, и она сидячая. Ну да, сидячие. Они не рассчитаны на купейные. Но ошибка в чем? Что мы, когда купили, пошли с Тальгой, вот это оборудование, колеса, амортизаторы, сцепки, они все нами импортируются из Испании. То есть дорогой ремонт. Второе, мы не можем выжать с Тальго то, что требуется. И он оказался дорогим в ремонте. То есть мы покупаем за валюту весь это. Поэтому люди не могут заплатить стоимость Тальго. И нам самое главное вытащить людей из плацкарта. Поэтому, если бы министр поездил бы в плацкарте, особенно в Атрау, да, при температуре 56 градусов, еще кондиционер не работает. И просто обсудил бы с людьми эту ситуацию, просто сидя в вагоне, просто сел бы в чай. Ну что, он небожитель, что ли? Пускай спустится со своего Олимпа. Но они же не готовы к этому. Они же небожители. Поэтому надо вниз спускаться и общаться с людьми. Как сделать перевозки эффективными? Это касается и доставки грузов, и пассажирских перевозок. Во-первых, необходимо навести порядок в железнодорожной сфере. Надо убрать все коррупционные риски. Необходимо сократить чрезмерно раздутый и дорогостоящий штат топ-менеджеров КТЖ. И параллельно с этим повысить заработную плату профессионалам, рядовым служащим железных дорог, на которых она и держится. А также, наконец, заняться подготовкой молодых кадров, чтобы железнодорожная отрасль была магнитом для талантливой молодежи. Парадокс, что в Казахстане, на такой огромной территории, где вопросы транспортировки – это по сути вопросы выживания, в железнодорожной сфере не хватает специалистов, хромает подготовка кадров, не внедряются инновации. Во-вторых, нужно разработать транспортную стратегию, вкладывать деньги в ремонт и строительство железных дорог, чтобы обеспечить максимально быстрый транзит товаров через нашу страну и удовлетворить потребности наших партнеров, а не вынуждать их искать альтернативные пути в обход Казахстана. Надо не жалеть инвестиций в строительство заводов по производству современных подвижных составов, как грузовых, так и пассажирских. Все это создаст позитивный эффект домино для других отраслей казахстанской экономики, которые будут участвовать в модернизации железнодорожной отрасли страны. Тем самым мы сможем обеспечить свои потребности, а также создать новые рабочие места и решить вопросы с трудоустройством многих казахстанцев. К тому же, развитая железнодорожная сеть даст импульс к развитию многих депрессивных городов страны.
Ведь нефтяная эпоха заканчивается, и будущее эксперты видят в развитой транспортно-логистической инфраструктуре. Упустить шанс стать важным игроком на мировом рынке грузоперевозок может стать одной из самых больших ошибок за всю историю современного Казахстана. Тем более, что за 30 лет власть сделала уже немало других ошибок, горькие плоды которых мы сейчас пожинаем. Это был Айран. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Давайте обсуждать все самое важное вместе. Напоминаю, что вы можете поддержать нашу редакцию с помощью Каспи QR на экране или по ссылкам на Patreon и Каспи в описании к видео. Благодарим тех, кто уже это делает. Это важно.